те тенденции, которые обозначились, выполнение плановых показателей, появились предприятия в области сельского хозяйства. Вот такие маленькие ростки, это, конечно, хорошо, но этого мало. О чем бы я хотел вас попросить? Вот основа экономики Гальского района, если не говорить о таком крупном предприятии, как Ингургэс, это, наверное, сельское хозяйство. В советское время здесь были предприятия сельского хозяйства, в основном, которые специализировались на выращивании цитрусовых. Я так понимаю, что эти предприятия сегодня находятся в аренде, правильно? И, наверное, это нормальная практика, когда предприятие находится в аренде. Вы там проанализируете, насколько все это работает эффективно. Сколько корней было в советское время, какая была урожайность, сколько людей на этих предприятиях работало, насколько компании, которые взяли в аренду, этим управляют эффективно. Я соответствующее поручение дам правительству, мы как-то на эту тему говорили, и Министерству экономики, и Министерству сельского хозяйства, вам как главе. Давайте вот эти предприятия, которые в аренде находятся, сделайте так, чтобы они работали эффективно. Но можно же цифры провести, анализ, какое количество земель у них в аренде, какая урожайность, сколько они платят. И если к этому подойти разумно, вы поймете, что эти предприятия должны работать на другом уровне. Тогда в районе будет денег больше, у самих предприятий появятся возможности. Если требования не ужесточать, все останется так, как было, ничего не поменяется. А бывают такие случаи, когда арендаторы неэффективно этим пользуются. В нашей практике это сплошь и рядом. Нам, наверное, нужно будет подумать всем, и в правительстве, и здесь, во всяком случае, тем министерствам, которые за это отвечают, чтобы их стимулировать, рост производства. Какие механизмы? Надо продумать. Константин Эдуардович, когда мы приедем сюда в следующий раз, я бы хотел услышать о том, что в этих предприятиях, которые находятся в аренде, в июле 2023 года было там 10 тысяч или 15 тысяч корней. В июле 2024 года их стало 20 тысяч, что люди начали вкладывать туда деньги и развивать эти предприятия. Никаких проблем. Мы же имеем возможность сравнить, вы же люди образованные, там, посмотрите, как работают на землях в сопредельных территориях. Если земля не будет кормить жителей, то как обеспечить материальное благополучие наших граждан? Руководители выступали, жаловались и говорили справедливые вещи. Нет там техники для коммунального хозяйства. Необходимо отремонтировать отделение в больнице. Необходимо повысить заработную плату многим. С каких источников это взять? В каком месте лежат эти ресурсы? Они лежат в наших землях, которыми мы не научились грамотно пользоваться. У вас проживает 30 тысяч населения, правильно? Трудоспособное наверняка 1015. Задействовано, наверное, в экономическом секторе сколько? 5 тысяч. Вот 10 тысяч людей. Гальцы всегда славились тем, что они любили работать. Эти люди не имеют работу, потому что и хозяйствующие субъекты, и власть соответствующих условий не создала. Это наша с вами компетенция. О чем я хотел бы попросить руководителей местных, работать в режиме более динамичном. Более динамичном. Вот эти хозяйства, которые работают в аренде, картину узнать на местах. Почему столько? Сколько денег они реинвестировали? Вы должны знать их бухгалтерию, потому что это ваше предприятие, оно государственное, находится в аренде. Почему, если можно заработать 5 рублей, он зарабатывает 1 рубль? Кто ему разрешил так пользоваться государственным
имуществом. Подводя итоги совещания, президент отметил необходимость создания рабочих мест в республике. Мы пришли для того, чтобы ситуацию поменять к лучшему, обеспечить разными механизмами экономическую свободу и экономическую деятельность нашим гражданам, дать возможность им работать. Потому что человек без работы – это человек, которому сложно создать семью, продержать эту семью. Это имеет непосредственное отношение к демографии. Во всем человек является главным явлением. Не говоря о тех искусственных проблемах, которые были привнесены Гальцем в 2014 году, и которые до сих пор тяжким бременем лежат на их плечах и в целом на наших, в том числе, плечах тоже. Всю эту ситуацию необходимо исправлять. Изучать, исправлять шаг за шагом. Это не просто над нами давлеют всевозможные объективные проблемы, субъективные проблемы, фобии, существующие и придуманные, политическая возня вокруг чисто экономических проблем, которые не прекращается. И жертвой этой политической возни становятся обычные наши граждане. Как относятся, я хотел бы обратиться к присутствующим здесь гальцам. Вот, было внесено изменение в указ президента, и с некоторых пор значит, ассортимент, ассортимент ввозимых продукций был расширен. Это решение правильно или нет, как вы полагаете? Правильно, правильно вы так считаете, да? А вы, наверное, слышите о том, как это решение воспринимается частью, скажем так, действующих политиков. Далее глава государства перешел к обсуждению темы энергетики. Основная задача – обеспечить людей электричеством. Население должно понимать, почему мы приняли такие меры. В чем была необходимость повышения тарифа. Это экономически обоснованная мера. Мы не можем себе позволить по-другому. Не потому, что мы так хотим. Таковы правила экономики. Система на самом деле требует больших инвестиций, она изношена. Здесь старшее поколение помнит. У нас есть, скажем так, объекты сетевого хозяйства, которые были сооружены в 60-х, 70-х годах. Это все нужно менять, это все серьезные финансовые ресурсы. И энергосистема должна в конечном итоге стать самодостаточной. Электроэнергия у нас в Абхазии бесплатная. И людям нравится это слышать и верить в это вранье, что она бесплатна, за нее можно не платить. Как же она бесплатная, если в системе Черноморэнерго работает, сколько там у нас, 800 тысяч человек, да? Сейчас, да. Да, 1000 человек. Им надо платить заработную плату? Надо платить. Изношенные сети надо менять? Надо. Вот ваши руководители докладывали, сколько трансформаторов надо поменять, сколько, значит, столбов поменяли, в разы больше. Это что, денег не стоит, что ли? А откуда эти деньги должны поступить, если эту услугу население не будет оплачивать? Поэтому я рассчитываю, надеюсь на то, что вы правильно понимаете шаги, предпринимаемые руководством Абхазии в этом направлении. Глава государства также отметил, что необходимо выровнять экономический потенциал районов. Меня, как гражданина и руководителя страны, конечно, беспокоят цифры, которые здесь были названы. 200 с чем-то выпускников, и только 2 имеют соответствующие документы с вытекающими отсюда последствиями. Мы этим тоже займемся. Вы знаете, легко разрушить, а тяжело создавать. Вот были приняты меры в 2014 году, которые привели к таким тяжелым последствиям. Потом они укоренились в сознании людей, части наших граждан. Якобы это верно. Сейчас нам придется это отыгрывать, и невозможно это сделать за один день. Но пошагово мы эти вопросы будем решать. Пошагово мы будем создавать условия для того, чтобы выровнять экономический потенциал Творчельского, Ачимчирского, Гальского района с западными регионами Абхазии. Если вы обратили внимание, потихонечку, скажем так, это идет сюда. Вот в Ачимчире появились объекты, связанные с туристической сферой. И здесь они
появится. Я в этом убежден. Появились инвесторы в сельском хозяйстве, их количество будет увеличиваться, мы будем создавать условия дополнительные. Этого бояться не нужно, потому что они будут платить соответствующие деньги тем, кто будет работать на этих предприятиях. В советское время эти предприятия тоже не принадлежали жителям, они принадлежали государству. Но при этом люди работали на предприятиях, и жители Гальского района были, скажем так, в материальном отношении одни из самых богатых.